Прекрасно. Первый есть. Обнаружен космический объект, взят на сопровождение. Первый есть. Комплексные боевые программы доведены в боевой режим. Доклад командир дежурных сил МРТ-Быш. Обнаружен космический объект в положении. Есть. Выполняем. Есть. Принял. Выполняем. Я не знаю, как вам это описать. Я выбрал осла. Мой самолет приземлился в международном аэропорту города Душанбе. Но до космической столицы Таджикистана, города Нурек, еще 70 километров горных дорог и серпантинов. Космической столицей Нурек назвали из-за расположенного вблизи комплекса оптико-электронной разведки космического пространства «Окно», в задачу которого входит наблюдение за искусственными спутниками Земли. Именно туда я и направился с Дмитрием, командиром дежурных сил станции. А как вообще здесь обстоят дела, вот именно отношение местного населения к российским военным, которые здесь находятся? Очень уважительно. Мы не просто как в гостях, мы даже, можно сказать, как дома. 5 фактов о Таджикистане. Таджикистан на 50% состоит из гор. Официальная валюта – самон или самани, как говорят местные жители. Основной источник дохода – электроэнергия. Основное средство передвижения – опель или осел. Население – 8 миллионов гостеприимных таджиков. Какая высота вообще по миру в этом месте? В среднем, ну, вот, где мы дежурим, там 2200 получается. А город сам Нурек 600 метров над уровнем моря. А ощущается вот акклиматизация? Разумеется, сразу это ощутимо. Первое, что я сделал, когда приехал, я бросил курить. Дышать стал легче, переносить высоту стал лучше. Если идти в горы без подготовки, то далеко вы не уйдете. Чем выше гора, которую вы желаете покорить, тем больше проблем с кислородом, о котором внизу никто не задумывается. А весь Таджикистан — это горы и равнины. Сначала вверх, потом вниз. И напоминает это все американские горки. Иногда вместе с ощущениями появляются вполне себе американские названия. Сейчас будем подъезжать, будет населенный пункт такой, Бостон. Бостон? Как американский, то тоже живут ирландцы? Ну, и насчет ирландцев, навряд ли. Но насчет хороших таджикских граждан, я думаю, все нормально. Проехав в Бостон и так и не добравшись до Нью-Йорка, к Нуреку мы подъехали уже ночью. На гору Санглок, где расположен комплекс «Окно», мне предстояло попасть только утром, а пока у меня была прекрасная возможность полюбоваться ночным небом Нурека. Близость к космосу в Нуреке обусловлена целым набором факторов. Первое. Количество ясных часов в году здесь более 1500. Второе. Высота 2200 метров. Воздух более разряженный и чистый, что тоже влияет на работу станции. И третье. Наличие большого количества воды и электричества. Так что гора Санглок вполне подошла. И на ней разместили командный пункт, пункт управления станциями обнаружения, пункт управления станциями слежения, узел связи, метеостанцию — это и есть комплекс «Окно». Но до космоса еще надо было добраться, а транспорт в Таджикистане не оставляет особого выбора.
Для путешествий по Таджикистану вы можете выбрать два классических вида транспорта. «Опель» с таксистом, либо «Осла» с проводником. Я выбрал «Осла». Простой план – купить «Осла» с проводником или таксиста на «Опеле» провалился сразу. Пока мы снимали, мой проводник Алик начал играть и собрал вокруг себя толпу школьников. Дети, кстати, выглядели настоящими лордами. Школьная форма в Таджикистане – черные костюмы, белая рубашка и туфли. Но даже так, они все равно оставались детьми. И если их учителя могли подождать с началом уроков, то я решил оставить Алика зрителем и отправился в горы вместе с колонной. Погода к тому времени сильно изменилась. Каждый день в 8 часов 15 минут утра колонна из обычно солнечного Нурека отправляется в сторону комплекса «Окно». Колонна состоит из 5 основных машин. 2 БТРов спереди и сзади для прикрытия, 2 КАМАЗов под личный состав и санитарной машины на всякий случай. Здесь мы видим суточный наряд. Задача этих бойцов – охранять станцию и стратегически важные объекты. 3-й и 5-й. Там находится подъем воды на высоту 2200 метров. Этой водой обеспечивается вся станция. Они поедут вот в этом КАМАЗе. Если говорить о боевом расчете станции, то это очень профессиональные люди, которые поедут в КАМАЗе, который находится чуть впереди. Задача боевого расчета – следить за работоспособностью станции и наблюдать за небом. Всего дорога занимает приблизительно 1,5 часа или 32 километра. Ехать придется медленно, потому что с левой стороны у нас будет отвесная стена, с правой стороны будет 500-метровый обрыв. Я поеду в головном БТРе на месте командира этого БТРа. Ежедневно спецколонна проходит по 32 километра в гору, преодолевает 1 перевал и бесчисленное количество поворотов. Водители БТРов и КАМАЗов знают этот путь досконально, но горы постоянно вносят свои коррективы. Где-то сходят сели и обвалы, а зимой бывают лавины. И тогда может случиться так, что дежурный расчет останется на горе, пока к ним не пробьется смена. Вот она, Нурекская долина. Место, которое образовалось в 60-х годах благодаря постройке Нурекской ГЭС. Вот там, вдалеке, река Вакш, желтая река. Нурек и горы Памира. Красотища неописуемая. Нурек и окрестности часто называют среднеазиатскими Альпами. Те же зеленые предгорья, пасущиеся коровы, опять же опели. И я бы совсем не удивился, если бы из-за поворота на меня вышел мужик в тирольской шляпе и запел йодлом. Чем выше мы поднимаемся, тем становится холоднее. Сейчас где-то уже плюс 10, но на высоте 2200 метров будет 0, может быть плюс-минус 1. И даже возможно, что будет идти снег. Все будет зависеть от погоды, а погода в горах меняется буквально за считанные часы. Центральной точкой на маршруте является перевал Шаршар на высоте 1000 метров. Позади нас Нурекская долина, впереди еще 12 километров горных серпантинов. Сразу после перевала мы вышли из зоны облаков. Появилось солнце и...
Такие тренировки здесь проходят регулярно. Задачи по охране колонны возложены на подразделение антитеррора, который тоже входит в состав комплекса «Окно». И входит в него не зря. В случае нападения на комплекс задача расчета — удерживать станцию до подхода помощи из 201-й российской военной базы. Ну а если пришла команда покинуть станцию, она подрывается, а линзы телескопов царапаются гвоздями. Этот сценарий, конечно, фантастический, но в случае серьезной угрозы действовать расчет будет именно так. Пройдя первый слой облаков и войдя во второй, падающий снег превратился в дождь. У меня перехватывало дух от отсутствия кислорода и той красоты, что была вокруг. Верно говорил Высоцкий, что лучше гор могут быть только горы. У меня это были вторые в жизни. И явно лучше, чем первые. Если бы меня попросили двумя словами описать, насколько это красиво, я бы сказал, что это смесь моей любимой женщины и красного вина. Я не знаю, как вам это описать. Нурекское море хранит в себе много тайн. По слухам, именно по этому ущелью Искандер или Александр Македонский вел своих воинов и вырубал ступени в гору для боевых слонов. Помимо истории, водохранилище хранит и много полезных ископаемых. Река Вакш – золотоносная река. За 40 лет существования ГЭС она принесла к основанию плотины огромное количество золота. Но просто золото тут мало кого интересует. В Средней Азии золото – это вода, а вода – это жизнь. Водохранилище Нурекской ГЭС питает электричеством и водой не только ближайшие города, но и комплекс оптико-электронной разведки «Окно». Есть какая-то связь между самим комплексом «Окно» и Нурекским морем? Строили комплекс, потому что уже было море? Или море строили, зная, что будут строить комплекс? Это было союзное время, строили. Ну, там же вода нету, потом эти насос строили и качают туда вода. Чтобы поднять воду на высоту 2200 метров, нужны дополнительные насосные станции. При подаче воды на «Окно» задействованы две. На каждой из них есть резервуар, в который закачивается вода. И из него вода подается по ступеням дальше. Таким образом, энергии тратится меньше и не нужны сверхмощные насосы. Но в резервуарах самой горы хранится более 100 тысяч кубометров воды. Плотина Нурекской ГЭС является самой высокой в мире. Причем это полностью насыпная плотина. То есть было ущелье, по которому текла река Вахш. В его самом узком и наиболее удобном месте начали насыпать плотину. Метр за метром, камни и грунт. В итоге, к концу строительства ее высота достигла 310 метров. Давай поплывем, допустим, вот куда-нибудь туда. Мне очень нравится, там прекрасный вид. Хорошо? Давайте. Поплывем по бирюзовому Нурекскому морю. Красота Нурекского моря просто завораживает. Максимальная глубина водохранилища 310 метров, средняя 107. Зимой вода в нем опускается со скоростью 50 сантиметров в сутки. Летом, когда в Памире тают ледники, с такой же скоростью поднимается. Здесь водится более 50 видов рыбы. И просто тут очень красиво. И появились они.
Мечта любого фаната «Звездных войн». Шары, большие алюминиевые шары. Сверху комплекс был похож на бильярдный стол для великанов, которые забросили свою партию много лет назад. «32 километра позади, высота 2200 метров, гора Санглок. Я наконец-то добрался до комплекса «Окно», до этого ока в космос, который находится в Таджикистане. Комплекс «Окно» состоит из двух основных систем – системы обнаружения и системы слежения или сбора информации. Принцип работы достаточно прост. Телескоп смотрит на звездное небо, где каждая звезда образует некую координатную сетку. И если в этой сетке появился новый объект, то комплекс обнаружения дает информацию на командный пункт, а комплекс слежения определяет его размеры, дистанцию, высотность орбиты и еще 1000 других параметров. Человек, который придумал комплекс «Окно», он пересмотрел «Звездные войны» или какая-то другая идея была заложена в этот комплекс изначально? Изначально стояла задача по обнаружению космических объектов на высокоорбитальных и геостационарных орбитах. Это очень сложная и нерешаемая задача. Если говорить о телескопах, каков принцип работы комплекса? Вот ракета взлетела, спутник отделился, пошел на орбиту. Каким образом проходит информация? Вот спутник вышел, Солнце на него посветило, отблеск. Дальше что? Играем, по сути дела, в солнечных зайчиков. Отражение блеска от космического аппарата, получаемого Солнцем, мы это фиксируем. После этого сигнал с телескопа переводится в электрический сигнал, дальше переходит в наши средства, которые идентифицируют положение космического объекта, его угловые координаты, параметров, электрические характеристики. После этого мы вычисляем параметры орбиты, характеризуем этот объект как ранее обнаруженный или как неизвестный объект, присваиваем ему номер, если он неизвестный, и, соответственно, дальше отслеживаем его в дальнейшем, его работу. Ну, то есть, по сути, вы делаете аналитику, которой потом пользуются другие. Совершенно верно. Игра в солнечных зайчиков – это самое точное объяснение того, как ведут себя спутники по отношению к станции. По факту, каждый спутник в космосе вращается, а не летит по прямой. И Солнце дает отблеск по блестящим поверхностям. Причем размер тут практически не имеет значения. Станция может обнаруживать объекты от 10 сантиметров. В командном пункте это выглядит так. Белая мерцающая точка движется через белые неподвижные точки. Большинство узлов комплекса оптико-электронной разведки «Окно» делают здесь, на Красногорском заводе имени Зверева. Также этот завод производит техническое обеспечение и наладку станции. Для каждой высоты существуют свои собственные телескопы, которые покрывают весь диапазон от 2 до 40 тысяч километров. Также они делятся по функционалу. Если одни обнаруживают космические объекты, то другие за ними следят. Причем телескопы для сбора информации обладают более точной оптикой, чем телескопы-разведчики. Расскажите, какая вообще структура производства оптических линз? Ну, в принципе, для телескопов и вообще оптики. На этом станке изготавливаются детали свободной формы. То есть возможно изготовление плоскостей, асферических, сферических линз. Если я попробую закрепить, я как понимаю, мы сейчас находимся на втором этапе, да? Да, попробуй. Это второй этап, сейчас он правильно называется шлифовка. Да. Ничего же страшного не случится? Ничего страшного. Так, аккуратно, аккуратно. Каждую линзу тщательно проверяют. Процесс полностью автоматический, и если после измерений был выявлен дефект, измеритель посылает данные на станок для дальнейшей доводки. Но телескопы — это еще не главное. Главное их правильно хранить. Для этого существует большое укрытие, и принцип работы его такой же, как термос. Снаружи оно облицовано блестящими металлическими пластинами от солнца, внутри выкрашено черной краской. Принцип работы самый простой. Зимой оно не дает телескопу слишком сильно охлаждаться, а летом слишком сильно нагреваться.
Такие меры предосторожности были сделаны из-за условий высокогорья. Погода здесь меняется постоянно, и иногда станция целиком заходит за облака. Тут как раз и спасают шарообразные термосы, которые открываются и закрываются в автоматическом режиме всего за 3 минуты. Всего в комплекс «Окно» входит 10 телескопов, и сейчас мы поговорим об одном из них с Олегом. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Что это за телескопы и каковы его основные особенности? Значит, мы находимся на телескопе 58-й станции. Здесь мы можем видеть входное устройство с 2 оптико-телевизионными каналами, которые расположены на орбитальной оси, полярную ось и азимутальную ось. А сколько весит все это устройство? Все, что мы здесь можем видеть, весит порядка 25 тонн. И за счет чего оно двигается? И двигается достаточно легко. Значит, орбитальная ось движется при помощи обычного шарикового подшипника. Но 2 другие оси, полярная и азимутальная, находятся на масляной пленке. Масляная пленка тут используется вместо подшипников. Масло подается под давлением в 70 атмосфер и как бы приподнимает одну часть телескопа над другой, позволяя им свободно скользить и вращаться. А чтобы вращение было равномерным, в направляющих сделаны специальные желобки, которые направляют масло в нужные точки. А какое усилие прилагается для того, чтобы провернуть всю конструкцию? Очень малое. Двигатели, используемые здесь, стоят маломощные. Сколько ватт, киловатт? 500 ватт. То есть всего 1 киловатт на всю станцию, чтобы ее поворачивать. Всего 10 таких станций. По сути дела, 10 киловатт для того, чтобы обеспечить электричеством весь комплекс. Ну, не весь комплекс, а просто работу двигателей всех станций. Всех станций. Помимо малого энергопотребления, станция может похвастаться отличной живучестью. При ее строительстве инженеры сначала срезали верхушку горы Сан-Глок, выровняв площадку. Затем для укрепления комплекса использовалась технология бурения ракетных шахт. В толще горы просверлили шахты глубиной в 7 этажей. Впоследствии они были заполнены арматурой и бетоном. На этом железобетонном фундаменте и возвели башни, связав их намертво с горой. Прошедшие землетрясения не сдвинули их ни на миллиметр. Второе положение. Достаточно. Бленды откройте. Под блендами оказались 2 телескопа, собранных по схеме Максутова, когда в качестве усиливающих элементов используют зеркала. Также я увидел систему защиты оптики. Помимо самих бленд есть еще и специальные шторки. Они необходимы, чтобы на телескоп не попадали осадки и позволяют защитить светочувствительное оборудование от прямых солнечных лучей. Наступила ночь, и я смог немного поуправлять станцией в режиме реального времени. Олег, это и есть ПУС. Да, это и есть ПУС. Как расшифровывается эта страшная аббревиатура? Пункт управления станциями. Насколько сложно управлять этим телескопом? Так как станция работает в автоматическом режиме, но при необходимости ввести какие-то ручные корректировки, используется оператор. Могу ли я попробовать, если это так несложно, поуправлять самой башней? Да, это просто, и вы можете это сделать. Это кнопки управляют Вот органы скоростью. управления осями, да. Так, это управляет осями. Да. Задаем скорость. Как только задали скорость, включаем слежение. И оси начинают отрабатывать те воздействия, которые мы им задаем. Пробуем менять скорости. Скорости. И нажимаем на слежение. На слежение. Все очень просто. Здесь циферки бегут, это меняются координаты. Координаты. И здесь есть еще Аналоговые. аналоговые Да, координаты. те же самые координаты, только в аналоговом виде представлены. Ну что ж, очень неплохой путь управления. Сейчас станция проходит глубокую модернизацию, после которой она получит дополнительные параметры. Я слышал, что комплекс планируют модернизировать, и модернизировать очень серьезно, чтобы увеличить, так скажем, диапазон высот. Сейчас он, как я понимаю, от 2 до 40 тысяч. Что будет потом? После модернизации мы сможем низкий космос наблюдать, мы сможем снимать параметры движения по орбитам космического аппарата, который находится на высотах от 120 километров и выше. Мы просто будем выдавать параметры дополнительные, выдавать дополнительные характеристики. Спасибо большое, Дмитрий.
всегда на службе Отечеству и Российской Федерации. Ну и на службе к космосу, а в этом месте к космосу можно быть ближе. Со времен первого полета человека в космос на орбиту Земли были выведены тысячи объектов разного диаметра, которые вращаются вокруг третьей планеты от Солнца, будто рой пчел. С каждым годом спутников становится все больше, и чтобы разобраться в этом хаосе, и нужен комплекс «Окно», который, как космический сотрудник ДПС, следит за звездным трафиком планеты. И пусть он находится не в России, а в Таджикистане, но когда его строили, это была одна большая страна под одним большим небом. Российское космическое око и сейчас следит за ним каждый день от заката до рассвета, изучая дорожное космическое движение. На востоке танут реки, что за небо без луны. На востоке, на востоке, что за жизнь без чайханы, что за жизнь без чайханы. Так, разбежались.